Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня посмотрим отсыпочку на такую тему. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в ближайшие 7 дней? Настраивайтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я упираю назад. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в следующие 7 дней? Замечательно. Так, ну, во-первых, это какая-то реализация. Давно запланированная, но либо отложенная была, либо не было возможности. Здесь явно человек себя реализует. Здесь человек покажет себя с какой-то невероятной стороны, либо ощутит себя на какой-то высоте, да, выше, чем другие, лучше, чем другие, важнее, чем другие, значимее. Здесь однозначно вы под своими крыльями соберете последователей, либо поклонников, либо те, кто, знаете, как-то будет искренне вам рад и восхищаться вами. Вами будут восхищаться. Если вы будете участвовать в каких-то конкурсах, каких-то компетициях, знайте, что вы будете просто, не знаю, фаворитом, лидером. И может быть, у кого-то отыграется так, что выигрыша прямого не будет, но вы засветитесь, да, есть такое слово, засветиться. Вот как-то так произойдет. Вы больше получите удовольствие не от приза выигрыша, да, например, а от внимания, которое будет вам оказано. Если у вас на следующей неделе будут дни рождения, какие-то вот ваши личные праздники, то знаете, тут море радости и океан любви вас ждет. Очень хорошая, позитивная и светлая неделя. Если смотрят меня женщины, у женщин какие-то поклонники образуются, какие-то вот прям настойчивые поклонники. По крайней мере, со стороны противоположного пола будете пользоваться каким-то гиперактивным вниманием. Здесь и комплименты, и подмигивания, и какие-то там, знаете, предложения, приглашения, может быть, даже не совсем приличные комплименты будете выслушивать. В общем, будет очень интересно. Со стороны женщин восхищение, причем честное и открытое, тем, как выглядите хорошо, тем, какая вы сильная, какая вы самостоятельная, какая вы замечательная. От начальства услышите, что вы профессионал, что он безумно рад, начальник, да, либо начальница, тому, что вы работаете именно у них. Что касается мужчин, ну, мужчина тут, конечно, покорит всех и вся. Женщин я не обещаю. Хотя я так понимаю, что женщины присутствуют, будь вы свободны, будь вы женаты, женщины на вас посматривали, посматривают и будут посматривать на протяжении всей вашей линии жизни. Что касается ваших, скажем так, коллег-начальников, здесь будьте аккуратны, потому что вы как-то невероятно себя покажете, вот прям вот выложитесь на все 100, да, мега-мастер, да, супер-гуру. И вот ваши начальники либо коллеги могут, ну, вот затаить что-то против вас, да, сказать, какой опасный человек, да, вот сейчас все догадаются, что я там ничтожество, и его, может быть, на мое место поставят, либо нас всех там метлой погонят, да, с рабочего места, а вот он будет тут один за всех работает, да, ну какие-то глупости, но тем не менее, вот коварство может быть. Будьте аккуратны и прям
следите за тем, что происходит вокруг вас. Почему? Потому что люди могут попытаться вас грязью облить, подставить, какую-то пакость, гадость сделать. Здесь нужно быть в оба, начеку. Смотрите, мужчины, особенно обращайте внимание на сны, которые будут сниться. Именно для мужчин говорю. Потому что мужчина во сне может получить предупреждение. Вот если вы, девушка, смотрите мою цыпочку, и у вас есть супруг, просто его предупредите, да, что может быть такая ситуация. Сильно там не кичись, да, и вот там, чтобы твои друзья, там, коллеги ничего тебе поганого не сделали, да, свинью никакую не подсунули. Так, еще очень важное предостережение для мужчин. Это то, что нужно не вкладываться на следующей неделе, нужно денежку поберечь. И, в крайнем случае, я не знаю, дома под подушкой похороните, да, то есть вам как-то противопоказано деньги передавать другим людям и, например, куда-то нести, там, в банк ложить, да, на депозит. То есть если вам нужно что-то оплатить, это другая история. А вот растраты вам как бы противопоказаны, причем вот связанные с тем, что вот деньги передаете из рук в руки. Вот это нельзя. Нежелательно, понимаете, потому что вы можете запустить такую цепочку, да, что деньги будут весь месяц у вас уходить. Что касается женщин, у женщин другая ситуация. Женщины у меня умнички, молодчиночки, считают все хорошо, все правильно считают, знают, что делать, куда денежку потратить, где ее там придержать, сохранить, приумножить, да, как правильно распорядиться. Но у девушек какой-то соблазн будет на какую-то красивую вещичку, покупочку, может быть, какую-то предметом одежды, да, вот прям что такое увидите, просто влюбитесь, обалдеете, да, захочется купить. Но вещь какая-то не сильно аховая, да, то есть она может быть красивая, уникальная, но либо не по сезону, либо не сильно она вам нужна, да. Здесь очень важно себя будет вовремя остановить. Вы можете ее купить, и в принципе из плохого, что случится, это то, что вы будете потом себя ругать. Зачем же я купила эту вещь, да? То есть она мне сейчас не нужна. Вот этот момент я у вас вижу. Следующее, что касается работы, рабочих вопросов. Неделя спокойная, неделя стабильная, дороги открытые. В принципе, я не вижу тут какой-то супер перегрузки, либо каких-то вот сложных ситуаций. Нет, все идет в стабильном обычном режиме. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, кто переживал за какие-то, может быть, выплаты, повышения, предложения, у вас на этой неделе, знаете как, будет большой ассортимент, да, но выбор все равно будет сделать сложно. То есть предложений по работе будет несколько, но ни то, ни другое не подойдет, либо не зайдет. У тех, кто хотел бы, возможно, там повышение получить, то есть разговор как-то не получится. Он, возможно, и будет там с начальником, да, с руководителем, но как-то либо не в ту сторону пойдет, либо как-то будет оборван. То есть эта неделя вообще вот в плане рабочем идет достаточно ровная, то есть без изменений. То есть если вы искали работу, вы еще ищете. Если вы хотели получить какие-то там дополнительные выплаты, либо повышения, опять же таки, да, не получается. В семье, кто у меня в семье, в паре, здесь у вас тоже тут все стабильно. Мужчина занимается своими делами, помогает своей женщине, женщина занимается своими делами. У вас, вот смотрите, да, два силуэта, мужской и женский. У вас гармония, мир в семье. Единственное, что могут быть какие-то споры за каких-то людей. Да, то есть каких-то, может быть, родственников, знакомых. Я не могу сказать, что прям будут ругня, да, и какие-то выяснения. Нет. Скорее всего, может быть, как претензии похожи, либо, например, вы там скажете, как мама едет в гости, муж там начнет кривиться, вы скажете, а что ты кривишься, это же моя мама. И вот тут риск есть немножечко вспылить. Но опять же таки, это же не первый раз у вас повторяется, вы уже это знаете. То есть вы думаете за каких-то, женщину, больше похоже женщину, может быть, несколько женщин, вы думаете, может, с подружками хотели погулять, а он там недовольный будет сидеть, да, то есть это вот с вашей стороны идет, поэтому не усугубляйте ситуацию, все равно как бы все будет так, как вы хотите, как бы кривится и кривится, да, все равно же не запретит. Вот, и еще момент касается детей, вот опять же таки, да, почему-то дети тоже будут полностью на плечах женщины, то есть она всем будет заниматься, управлять, заправлять. Мужчина немножечко в этом плане умыл руки, я типа в работе, я занят, у меня дела. Кстати, мужчина действительно может
почувствовать какое-то недомогание к концу недели. Но тут виновата будет ваша какая-то, ну, извините, халатность, да, где-то вы либо не по погоде пойдете, либо где-то в лужу вступите, что-то вот, знаете, не доглядел, да, как говорится. Берегите себя, и тогда все будет просто замечательно. Конец недели. Конец недели порадует каким-то хорошими новостями, либо хорошим каким-то, не знаю, походом в какой-то, может быть, что-то с развлечениями связано, да, но это не какое-то там фееричное представление, а вот спокойное времяпрепровождение, где вы выдыхаете. То ли, может быть, дети ваши на выходные уедут, да, и у вас будет тишина, вы будете там смотреть любимые сериалы, да, наслаждаться тишиной и покоем. То ли вы куда-то с детьми, может, пойдете, может, там, не знаю, в театр пойдете, в детский, да, и там будет такая атмосфера спокойная, будет интересно, вот можете там и посмотреть, посидеть, и там вздремнуть, как-то вот так пойдет. Еще момент, даже не знаю, как это правильно сказать, да, я вижу так, что кто-то из вашего окружения, соседи, друзья, родственники, к вам с чем-то идет. Но вы как бы этого человека не хотите, либо не готовы там встречать, принимать. И вот человек, он будет очень настойчивый в том, чтобы отдать вам то, что он несет. У человека, у этого, может, тоже времени нету с вами там чаи распевать, да, но ему важно, вот смотрите, какой вот кулечек, да, вам несет, что-то вам отдать. Поэтому, если человек к вам в гости напрашивается, либо звонок в дверь, да, то не стесняйтесь сказать, что у вас нет времени. Человек только обрадуется этому. Да. Хуже будет, если вы там спрячетесь и промолчите за дверью. Вот это будет намного хуже. Потому что человек старался, он что-то вам нес. Кстати, у кого-то может отыграться как возврат каких-то вещей, долгов. То есть, кстати, может еще и выплаты какие-то. Да. Но это больше как для женщины идет предсказание. Да, женщина может получить. Так, еще число 23 вышло. Вот 23, я не знаю, может, кому-то поможет, либо для кого-то будет как ключом. Да? Вот вам выходит число 23. Число это доброе к вам идет. Поэтому, кто понимает, тот понимает. Да? Кому-то вот оно пригодится. Доброе число 23. Так, у мужчин. Смотрите, у мужчин немножко, да. Вот тут цапля вышла такая у мужчины. Кто-то будет совать свой нос в ваши дела. Причем очень как-то нагло, некорректно, ничего не стесняясь. Не бойтесь вот этой цапле дать по клюву. Да, вот это будет самый правильный подход. Если будете мяться, да, там стесняться, зажиматься, поверьте, извините, все у вас там высмотрит, узнает, расспросит. То есть человек какой-то беспринципный и абсолютно ничего не стесняется. Такой простой человек. Так, еще момент важный у мужчин – это встреча какая-то с какой-то женщиной. Может быть, это совершенно незнакомая женщина, может, это какая-то давно знакомая женщина. У этой женщины к вам какой-то алчный интерес проявится. Либо она у вас что-то будет просить, выпрашивать, да, либо просить, чтобы вы там ей материально, допустим, помогли, да, либо какие-то дела ей поделали, там, мебель потаскали, там, кран починили, что-то типа такого, да. Она платить не хочет, например, мастеру за установку, например, крана, да, а вас она увидела, обрадовалась, дорогой, пошли поможешь. Что хочу сказать. В общем, она вас использует, знаете, это тут не дружба, не служба, а именно прямой абьюз идет со стороны этой женщины. Видите, она спиной к вам сидит. Лучше не тратьте на нее времени. Вплоть до того, что просто скажите, что я не хочу. Вот и все, не хочу. Либо изначально скажите, а вот установка крана стоит столько-то денег, да? Либо, если я сейчас пойду тебе устанавливать кран, я не успею на свою работу, а час моей работы стоит столько-то денег. То есть будьте посмелее, потому что она очень наглая. Мало того, если вы с ней пойдете, либо вы ей будете помогать, у вас с вашей женщиной же могут быть проблемы. Как-то так. Если женщины у вас нет, возможно, с ее мужчиной у вас могут быть проблемы. То есть она вам вообще как-то негативчиком заходит. Поэтому держитесь подальше. Не бойтесь отказать и
в этом вы будете правы. Так, неделя неплохая. У вас тут еще линия, вернее, лилия выходит. Да, вот такая вот худенькая лилия, но тем не менее она выходит. Здесь явно какие-то подарочки, какие-то возможности. Ну и, в принципе, приятный романтик, особенно под конец недели вас ждет. Кто у меня в путешествие уезжает, либо из путешествия приезжает, все будет замечательно, легко, просто все пройдет. Если за что-то там думаете, переживаете, все обойдется. Никаких стрессовых, особо стрессовых, сильных ситуаций я у вас не вижу. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.